Явка избирателей на отложенных муниципальных выборах в Земстане и Гурьевке колоссальная. Об этом говорили на заседании общественного штаба по соблюдению избирательных прав граждан. Еще в августе этого года перед единым днем голосования в поселке Земстан Усть-Куломского района пришлось перенести выборы главы поселения. А в селе Гурьевка Прилузского района не удалось избрать местных депутатов. К моменту завершения регистрации кандидатов в обоих населенных пунктах претендентов оказалось недостаточно для обеспечения альтернативности. В сельском поселении Гурьевка представительный орган состоит из 7 депутатов. К моменту окончания выдвижения регистрации прошли процедуру выдвижения регистрации только 7. Одному было отказано в связи с сокрытием сведений о судимости. Что касается сельского поселения Земстан, там также выдвигались 4 претендента на должность главы сельского поселения. 3 было отказано в силу того, что они не собрали достаточное количество подписей в поддержку своего выдвижения. Опять же, альтернативность была не обеспечена. Необходимо было предоставить время для дополнительного выдвижения. 14 ноября отложенные выборы все же состоялись и, как отмечают общественники, с должной конкурентностью и без каких-либо нарушений. Общественная палата Коми уже организовывала наблюдение на избирательных участках региона. Этот раз не стал исключением, даже несмотря на локальность голосования. В Гурьевке достаточно все спокойно прошло, результат был ожидаем, кроме самовыдвиженцев и крупнейшей политической партии, желающих стать депутатами не было. А вот в Земстане все намного интереснее. Да? Почему? Потому что нынешний глава, у него огромнейший авторитет, и поэтому всем самовыдвиженцам, да, и кандидатам других политических партий было достаточно сложно с ним конкурировать. Всего в Земстане проголосовало почти 45% избирателей, в Гурьевке явка составила чуть больше 50%.